Пусть дел не видят миллионы, но руки их спасают жизнь. Со всей душою волонтеры стараются исправить мир. Анна Киященко. Хурматлы китап укусулар. Уважаемые читатели, Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых предлагает вашему вниманию виртуальную озвученную книжную выставку к Году добровольца в Российской Федерации и к Году семьи в Республике Башкортостан. Мир один для всех. Быть добровольцем значит быть полезным. Ведь даже маленькое дело, сделанное во благо добрых идей, делает тебя большим и значимым человеком. Главное быть в нужное время, в нужном месте, не забыв при этом прихватить с собой не только трудолюбие, ответственность и гибкость мыслей, но и умение действовать оперативно в любых условиях, а также пару сотен добрых улыбок. Выставка состоит из 4 разделов: «Мир равных возможностей», «Мир особого ребенка», «Мир, вдохновленный узами добра», «Вместе мы сможем больше». Первый раздел выставки «Мир равных возможностей» открывается текстом указа президента России Владимира Путина о проведении в Российской Федерации Года добровольца. Журнал «Ватандаш» за 2018 год номер 1 цитирует высказывание главы Республики Башкортостан Рустема Закиевича Хамитова. «Предлагаю 2018 год объявить в республике годом семьи. Это решение в полной мере соответствует задачам десятилетия детства, объявленного президентом России его недавними решениями в части усиления мер государственной поддержки семей с детьми». В этом же номере журнала «Ватандаш» вы познакомитесь с 2 статьями, посвященными году семьи Фии Юнусовой. «Родной дом, любовь, отчизна, источник жизни и тепла», о депутате Госдумы, докторе философских наук, профессоре Зугуре Рахматуллиной, о ее детстве, родителях, семье. 2 статья Нурии Рафиковой «Дети. Радость в доме», о многодетной семье Ахметьяновых. Комплексное пособие с рельефно-графическими иллюстрациями «Народов разных дружная семья» представляет сведения о народах, проживающих на территории Республики Башкортостан. Даны сведения о многонациональной республике. Краткая характеристика народных национальных костюмов. В рельефной графике представлены составные части народных костюмов разных национальностей. Пособие можно использовать в помощь учебному процессу учащихся специальных коррекционных школ. Азбука тифлопедагога. Словарь-справочник. Настоящее справочное пособие адресовано широкому кругу читателей, работникам школ для слепых и слабовидящих детей, студентам дефектологических факультетов, педагогам, тифлореабилитологам, занимающимся решением проблем инвалидов по зрению. Фотоальбом Подуновой Наташи и Колпащикова Олега «Смотри шире» адресован родителям, которым надоело считать своих детей ущербными, инвалидам, которые хотят жить интересно, здоровым людям, которые думают, что им не повезло в этой жизни, и всем, кто потерялся. Что делать, если радостные события, связанные с появлением на свет малыша, оборачиваются бедой, и ребенок рождается на свет с нарушениями каких-то жизненных функций? Как помочь ему? Об этом расскажут книги, представленные во 2 разделе выставки «Мир особого ребенка». В сборнике статей, очерков, литературно-художественных произведений составителя Горбуновой «Если в семье ребенок инвалид» размышляют специалисты, психолог, биоэнергетик, педагоги, делятся своим опытом родителей и сами инвалиды детства, сумевшие наперекор судьбе стать полноценными членами общества. В монографии Коробейникова «Нарушение развития и социальная адаптация»
конкретизированные представления о роли факторов органического и социального ряда, определяющих специфические особенности процессов социализации и социальной адаптации детей и подростков с легкими формами психического недоразвития. В пособии для родителей Посиловой и Александровой «Как помочь малышу со сложным нарушением развития» рассматриваются вопросы медика, психолога, педагогического сопровождения детей раннего возраста. Книга «Игровая терапия как способ решения проблем ребенка» коллектива авторов Ленгерт, Хоумер и других ориентирована на специалистов-практиков, которые с ее помощью смогут аргументированно обосновать необходимость и целесообразность использования игровой терапии в каждом конкретном случае. В пособии «Особенности воспитания детей с нарушениями зрения» Денискиной изложены специфические проблемы и технологии воспитания детей с нарушениями зрения. В пособии также показаны практические приемы и средства социализации детей с нарушением зрения и вхождения их в открытое общество. История о том, как родительская любовь победила тяжелую болезнь автора Килилли, написана матерью, чья дочь от рождения была поражена детским церебральным параличом. Книга Олеси Жуковой «Как вырастить умного ребенка» – это прекрасное руководство для заботливых родителей, которые думают о будущем своего ребенка и стремятся развить его потенциальные способности с самого рождения. Третий раздел выставки «Мир, вдохновленный узами добра» открывает книга Аллы Докучаевой «По зову сердца», которая специально написана к 25-летию Башкирского республиканского отделения Российского детского фонда. Эта книга рассказывает о людях, которые все эти годы были и остаются бескорыстными активистами и друзьями благотворительной общественной организации, поддерживающей попавших в беду детей, помогающей многодетным, патронатным, опекунским семьям, привлекающий внимание общества к проблемам сиротства, детей-инвалидов и заслуживших авторитет своим милосердием, самоотверженностью и добротой. Книга Никольской и Грановской «Психологическая защита у детей» является первой отечественной монографией по проблеме изучения психологической защиты у детей. В качестве иллюстрации приведенных фактов и закономерностей в ней использованы детские рисунки и рассказы, а также стихи для детей. Огромный, многообразный мир окружает ребенка. В нем столько непонятного и рождающего страх. Незаменимым помощником на этом пути станет книга Самойленко «Как победить детские страхи. Тренинг для родителей и педагогов» с конкретными советами и рекомендациями. Ваше внимание, забота, желание выслушать и понять не дадут детским страхам развиться в фобии и неврозы. Методическое пособие «Толерантность. Путь к миру» предлагает материалы по формированию толерантности сознания и поведения у детей различных возрастов. Методические рекомендации по сопровождению и общению «Волонтер для слепоглухого», выпущенный Башкирской республиканской специальной библиотекой для слепых, знакомят с качествами и требованиями, необходимыми волонтеру, средствами общения со слепоглухими людьми, рекомендациями по сопровождению и с этикой общения со слепоглухими. В 4 разделе «Вместе мы сможем больше» собраны книги о людях, чье сердце не может не отозваться на беды окружающих, людях, готовых помогать, излучающих вокруг себя добро и делающих наш мир намного лучше. Герои этих книг милосердны, немедленно отзываются на чужую беду и готовы в любой момент помочь. Примеры и образы таких людей вы найдете в представленных книгах. Взялся сделать, сделай хорошо. Повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его команда» принесла писателю большую славу, а ее главный герой, смелый, честный, справедливый, стал примером для подражания. Тимуровское движение бескорыстно, не ради славы и похвалы,
помогали старикам и семьям тех, кто ушел на фронт. Тайно совершая свои добрые дела, тимуровцы оставляли на воротах дома знак такого покровительства – пятиконечную звезду, олицетворяющую беззаветную любовь к родине и готовность ее защищать. Эта книга представлена на нашей выставке также и в доступных для незрячих вариантах по Брайлю и в формате говорящей книги. Уроки французского – один из лучших рассказов известного русского писателя Валентина Распутина, ставший классикой отечественной литературы. 1948 год. Трудное послевоенное время, разруха, голод. Детям рано приходилось взрослеть, принимать на себя взрослые обязанности. Герой рассказа – 11-летний мальчик, оторванный от дома. Он сталкивается с нуждой и голодает. Он в одиночку борется за свое существование, не принимая милостыни и помощи окружающих. Благодаря молодой учительнице французского мальчик открывает для себя новый мир, где люди могут доверять друг другу, поддерживать и помогать, разделять горе, радость, избавлять от одиночества. Уроки французского оказываются уроками доброты и милосердия. Книга представлена и в доступных для незрячих вариантах, изданном рельефно-точечным шрифтом Брайля и в формате говорящей книги. Лучше иметь в груди кусочек человеческого сердца вместо холодного камня. Повесть классика русской литературы Владимира Короленко «Дети подземелья» с одной стороны описывает тяжелую жизнь нищих, жестокость и несправедливость по отношению к ним. С другой стороны, она показывает и настоящую дружбу, сострадание и доброту, которые есть в людях независимо от их положения. В ней показаны и нищие подлецы, и мальчик из хорошей семьи, и его отец, которые ведут себя благородно по отношению к другим людям, которые являются изгнанниками повсюду. Книга представлена на выставке в бумажном варианте и в формате говорящей книги. История, написанная классиком башкирской литературы Мустаем Каримом «Радость нашего дома», наполнена любовью и добротой, о том, что нет чужих детей, о том, как огромно сердце и как безоглядна материнская любовь. Действие происходит во время войны, в трудное военное время. Родители Ямиля не очерствели душой, не стали жестокими. Наоборот, они нашли в своих сердцах место для чужого ребенка, приняли его в свою семью, чтобы оградить от ужасов войны, спасти его светлую душу. Книга представлена на нашей выставке в бумажном варианте и шрифтом Брайля, изданном на диске. Народы всего мира во все времена и эпохи черпали силы из живого родника народной мудрости. Книга для чтения по семейному воспитанию Марьям Буракаевой «Уроки жизни» ставит целью не просто ознакомить с уроками жизни, извлеченными из исторической памяти, педагогики башкирского народа, а помочь молодежи обрести самих себя как части единого великого целого своего народа. Книга издана рельефно-точечным шрифтом Брайля. Уважаемые читатели, мы представили вашему вниманию виртуальную озвученную книжную выставку «Мир один для всех» из фондов Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых. Приглашаем вас за книгами в нашу библиотеку, которая располагается по улице Кирова, дом 47. Спасибо за внимание!